Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Поисково-спасательные и аварийно-спасательные формирования МЧС России, предназначенные для проведения поисково-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основная задача поисково-спасательной группы – спасти выживших, оказание им первой помощи и, если обнаружены погибшие, передать тела соответствующим органам. О поисково-спасательных работах мы поговорим сегодня. Гость в студии Василий Тарский, первый заместитель начальника службы спасения Республики Саха-Якутия. Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, о поисково-спасательных работах у нас в республике. Какие существуют спасательные службы в Якутии? Ну, в целом, поисково-спасательные работы, они имеют сезонный характер. Основная доля поисковых работ получается у нас, начиная с весны, весенние, летние, осенние периоды. Вот весной у нас это вот с началом ледокола, весеннее половодье. Люди теряются в островах, особенно охотники, рыбаки. Вот летом у нас это и поисковые работы на водных акваториях, жаркие периоды времени, ну и выезда таежной местности, то есть поиски на суше, да. А осенью у нас грибники и ягодники теряются очень часто, да. Ну и вот в это время у нас в сезон ледостава у нас и вот как раз происходят провалы, то есть учащаются случаи поиска на водных акваториях. Ну, если вот взять по итогам 9 месяцев этого года, то у нас на суше, то есть на таежной местности у нас силы средства нашей службы реагировали, значит, 50 раз. Вот, из них 36 человек мы нашли, вот, а 7 человек они найдены погибшими, и 7 человек пропали без вести. Это вот в таежной местности, да. Если посмотреть статистику, динамику прошлых лет, то в прошлом году было 80, потом в прошлом году было 112 и так далее. То есть налицо есть уменьшение количества потерявшихся в лесу, но это не повод нам расслабиться. Как бы мы должны работать так, чтобы было 0 выездов боевых, выезда были только на учениях, тренировках. Угу. Ну вот какова статистика в этом году по утонувшим, да? Когда люди тонут чаще всего, ну и с чем это связано? Вот, к сожалению, у нас ежегодно тонут людей. Вот. Ну, в этом году это 55 человек утонули, да. Из них мы нашли, найдены живым 45 человек. Вот. Ну, плохо, что из этих людей вот 9 человек, дети до 16 лет. 10 человек еще не найдено. Вот. Но если, в условиях каких условиях? В основном 95% это при езде на маломерных судах. То есть здесь мы тоже проводим анализ. Большинство из них ездят без спас-жилетов. Вот. Если бы были спас-жилетами, то мы их бы нашли бы 10 человек. Вот. Но если статистику посмотреть, в прошлом году их было 80 человек утонуло, в прошлом 70 и доходило до 86-90 человек. То есть налицо тоже есть у нас динамика, количество утонувших уменьшается, но опять-таки тоже не повод для расслабления. Если посмотреть по улусам, то у нас 7 человек утонувшихся, это вот Нюрбинский улус, Вилюйский улус у нас 6, по 4 это Жатай у нас количество. Вот. Поэтому буквально на прошлой неделе министр по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия Дмитрий Николаевич Девчиков провел селекторное совещание с главами улусов, сотрудниками ГИС и представителями ОСВОД на местах, с тем, чтобы главы отчитывались о проведенной работе, и мы тоже отчитывались. То есть данный вопрос и правительство у нас, Дмитрий Ильич Садовников, первый заместитель председателя правительства республики, тоже постоянно проводит и совещания, и
контролирует данный вопрос. Поэтому вопрос находится на постоянном контроле. Ну вот на уменьшение числа утонувших в любом случае влияет и профилактическая работа. Вот какую профилактику проводит служба спасения Якутии? Ну вот мы проводим анализ вот данных происшествий, да. Многолетний опыт показывает о том, что чем больше мы проводим профилактические предупреждающие мероприятия, тем меньше становится количество происшествий, да. И, значит, здесь особое на уменьшение вот этих вышесказанных происшествий и на суше, и на воде, особый результат дает у нас помощь главы нашей республики Айсина Сергеевича Николаева. Он в 2021-2022 годах выделил финансовые средства с правительством на приобретение 30 специальных автомобилей спасательных, да, также оборудование, снаряжение спасательское и средства малой механизации, а также в эти годы открыты у нас районные филиалы дополнительные, это Ленские, значит, Чурапче, Татта, Верхоянске, Намсах и в Сунтаре контрольные посты. То есть у нас в 11 улусах есть филиалы. Поэтому и плюс к этому у нас в эти годы выделено дополнительно 71 штатных единиц спасателей. И поэтому нам сейчас удается быстро реагировать и спасти больше людей живыми, да. И у нас получается возможность, помимо боевых выездов, нам выезжаем еще на профилактические беседы на машине, да, на рейды по ночлегам, школам, детским лагерям и проводим различного рода мероприятия, встречи с детьми, со взрослым населением. Вот. И в неделю мы обслуживаем так от 1000 до 1500 населения. Также вот у нас усилилась работа по этим информационным выпускам, различных сайтах, информагентствах, социальных сетях, средствах массовой информации. Мы в неделю выходим 300-400 публикаций выпускаем. Вот это все в целом оказалось на уменьшение количества и боевых выездов, и количества потерявшихся. Очень важное направление – это работа с психологами. Да? Вот, есть ли в службе спасения психологическая служба? Проводят ли спасатели психологическую разгрузку? Да? Может быть, как работают с пострадавшими? Да, у нас 6 лет назад мы еще создали отдел медико-психологического обеспечения. И, значит, работает 2 психолога, врач, фельдшер. И работают они по 2 направлениям. Первое – это работают с личным составом спасателей, то есть спасатель должен быть у него формирована еще как выше уровень формирована гуманность. Вот они работают с пострадавшим населением, а там уже это люди в шоковом состоянии, истерическом, нервозном состоянии. С ними работать они должны уметь работать с ними, да. Это поэтому они должны быть всегда обучены, подготовлены. Вот. Второе направление психологов – это работа с пострадавшим населением. Вот наши психологи выезжают совместно со спасателями. Вот на примере, в этом году в Намсах, да, было катастрофическое затопление нескольких населенных пунктов, наши психологи выезжали и проводят работу с населением. Также, когда люди теряются, у нас в Меконе ребенок недавно же, да, летом утонул у Шнире, да. Вот там тоже наши психологи выезжали и проводили работу психологическую с родителями, да. Вот, поэтому это очень важное направление, которое мы и будем дальше развивать. Ну 2 спасателей службы спасения Якутии награждены медалью за спасение погибавших, о чем 20 сентября президент России Владимир Путин подписал указ. Вот расскажите о них, пожалуйста, кто они такие, давно ли работают в службе спасения, и вообще когда это произошло? Вот это произошло в мае прошлого года, когда оперативная группа на вертолете Ми-8 МТВ авиационной компании «Полярных линий» возвращались после проведения подрывных работ на территории Намского района, и поступил сигнал о бедствии на острове на территории Намского улуса. Терпит бедствие один охотник
но он находится на избушке, а избушку очень быстро затапливает, и была угроза разрушения этой избушки льдами. Да? Поэтому немедленно группа, они реагировали, и в режиме зависания вертолета, беспарашютным десантированием. Это очень такой, рискуя своей жизнью, это опасный метод, спасательный метод. Вот, они вытащили этого человека, вот, и, значит, они, вот, Сейдалов Батыр Идрисович, начальник управления поисково-спасательных работ, и Колесов Максим Афанасьевич, спасатель 2 класса. И, ну, и они достойно, удостоены звания за спасение, медалью за спасение погибавших, указом президента нашей России, да, и с чем я их поздравляю. Вот. Вот накануне, да, закрылась навигация для маломерных судов. Вот часто ли приходится спасателям работать именно осенью, да, в октябре, когда уже ледяная вода, когда холодно? Вот расскажите об этой работе. Ну вот сейчас подходит сезон ледостава на водоемах нашей республики, и поэтому я вот, пользуясь случаем, довожу до родителей, до учителей, до общественности о том, что вот самый такой опасный период, вот, и нельзя как бы находиться, вот, когда, ну, несанкционированных, необорудованных водоемах, вот, ледовые переправы, они будут как бы ну, устраивать, когда вот лед ну, как бы установится, толщина льда установится до нормального толщины, поэтому вот просьба, чтобы воздержаться от нахождения вот в таких водоемах во время ледостава при тонком льду. Вот. Ну, очень часто, да, мы знаем о том, что, да, школьники очень любят, да, как говорится, измерить толщину льда, там, ходить по льду, да, вот, чтобы этого не произошло. Наверное, очень важно, чтобы родители могли донести такую информацию. Да, обязательно. Вот родителям, еще раз повторяю, надо постоянно надо вот, ну, присматривать, контролировать нахождение детей. Вот у нас, я же сказал, что у нас в этом году 9, к сожалению, 9 детей утонуло до 16 лет возраста. И вот зачастую здесь мы наблюдаем, что здесь эти дети остались без присмотра родителей. Вот, они утонули. Вот. Василий Васильевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо, Сергей. Вам тоже всего хорошего. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.